Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Оценивая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент госпитализировано с новой коронавирусной инфекцией 28 человек. Основная госпитализация осуществляется в городе Якутске, где сегодня фиксируется более 70% заболевших относительно всей республики. Тем не менее, коронавирус постепенно в связи с непосредственно окончанием отпускного периода он начинает повышаться и в районах республики. 28 человек составляют 6,6% от общего количества выявленных случаев, которые составляют 421 случай. У нас непосредственно в районах республики сегодня зарегистрировано 24,9%, 75,1% зарегистрировано в городе Якутске. Оказание медицинской помощи в республике по новой коронавирусной инфекции оказывается как в амбулаторном порядке, так и в стационарах. Количество лиц, находящихся в стационарных условиях, на настоящий момент в республике уменьшилось и составляет всего около 1%. Остальные все граждане лечатся в амбулаторных условиях. Еще раз обращаю внимание на то, что случаи стационарного лечения в основном связаны с заболеванием у лиц старшего поколения, старшего возраста. В тяжелых случаях, которые находятся на неинвазивном ИВЛ, у нас сегодня в основном граждане, которые не получали вакцинацию по той или иной причине. В связи с чем единственным способом защиты от новой коронавирусной инфекции остается вакцинирование населения, и, соответственно, наши медицинские организации готовы работать как по выезду по вакцинации, и, соответственно, также и их двери открыты в наших медицинских организациях. Ревакцинация является по календарю прививок обязательной для части непосредственно работников, работающих непосредственно с гражданами, по календарю прививок, утвержденных, соответственно, Минздравом Российской Федерации на федеральном уровне. Поэтому еще раз обращаю внимание руководителей всех учреждений, школ, больниц о необходимости соблюдения требований календаря прививок. Остается низкой вакцинация и ревакцинация в Алданском, Верхоянском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском улусах, а также в Мирнинском, Намском, Нюрингринском, Аймиконском, Среднеколымском, Хангаласском улусе. И низкой является она в городе Якутске. У нас продолжает работать колл-центр. И вот как раз количество звонков на горячую линию на 122 не уменьшается и сохраняется порядка 700 звонков в день. Это достаточно высокий уровень, соответственно, самого по себе дозвона. И на настоящий момент мы продолжаем мониторить, чтобы обзвон не занимал очень много времени, и время ожидания мониторим практически в реальном режиме времени. На настоящий момент мы продолжаем достаточно высокий уровень тестирования, порядка 4000 исследований в сутки осуществляется, и, соответственно, свободный коечный фонд сегодня в республике есть. При возникновении проблем, в тех случаях, когда доктора выдают направление и не называют, говорят о том, что вы там становитесь в очереди на коечный фонд, на госпитализацию, предлагаем сразу непосредственно звонить на горячую линию Минздрава для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Медицинские работники республики, так же как и специалисты Роспотребнадзора, обращаются ко всем гражданам о необходимости вакцинации и, соответственно, готовы осуществлять лечение. В республике есть достаточное количество как амбулаторных лекарственных препаратов, которые выдаются бесплатно, так и, соответственно, препаратов, которые мы лечим на стационарном звене.